ЛНТС новости, в студии Елена Яковлева. Мурат Суталинов освобожден досрочно. Такое решение сегодня принял Бишкекский горсуд. Фемида проявила сострадание и исполнила закон. Освободили заключенного прямо в зале суда. Бывшего главу СНБ поддерживали близкие и родные. Журналисты также присутствовали на заседании. Напомним, Суталинова осудили по факту расстрела более 90 граждан во время апрельских событий 2010 года. Он был приговорен к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Однако на сегодняшний день Мурат Суталинов тяжело болен. И это во время суда сегодня также подтвердили врачи. У него 4-я стадия рака почки. Ходатайство о досрочном освобождении было подано со стороны ГСИН. Врачи колонии на Центре онкологии и гематологии фиксировали постоянное ухудшение состояния заключенного. Периодически его возили на получение процедуры химиотерапии. У здания горсуда сегодня вновь звучали требования освободить Мурата Суталинова, и Фемида приняла положительное по этому вопросу решение. Покидая зал суда, Мурат Суталинов поблагодарил кыргызстанцев за то, что многие его простили, но отметил, что все так же чувствует свою вину за то, что не смог в 2010 году остановить трагедию. Лицензия компании «Юразия Кыргызстан» отозвана, но тема урана не закрыта. В Джугурку-Кенеше проходят парламентские слушания по законопроекту о запрете на территории республики, всей республики, геологоразведки и добычи этого опасного радиоактивного элемента. Инициаторы сначала предлагали ограничить такую деятельность до 2070 года, а теперь и вовсе изменили цифры формулировкой на неопределенный срок. Мораторий с таким жестким ограничением, по словам авторов, требования общественности. Документ, как указывает инициаторы, четкий и короткий, с тем, чтобы невозможно было хоть как-то иначе трактовать пункты его положений с целью обойти запрет и выдать либо продлить лицензию для такого вида работ. Кроме урана предлагается запретить также и добычу тория. Несогласие с введением моратория выразили специалисты в области недропользования. По их словам, это будет подобно возврату Кыргызстана в каменный век. Бессрочным запрет не должен быть, так как уран и торий – стратегическое сырье, и в скором будущем обязательно появится безопасный способ его добычи. В Кыргызстане, по словам крупных месторождений этих элементов, нет. Самые большие залежи определены в объеме 8 тысяч тонн урана на Сарыджиасской площади и около 13 тысяч тонн с прогнозными ресурсами на Кызыл-Омпольской площади. Еще одного гражданина нашей республики арестовали по подозрению в террористической деятельности. В ГКНБ сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с зарубежными партнерами задержали, так как он был в розыске за причастность к международным террористическим организациям. Мужчина прошел диверсионно-террористическую подготовку в сирийско-иракской зоне конфликта, а после по поддельным документам выехал в одну из стран СНГ для ожидания указаний от своих начальников. Подозреваемого вернули в Кыргызстан, и в данное время он находится в СИЗО ГКНБ. Никакие госорганы не вправе контролировать фонды, созданные попечительскими советами при школах, кроме самих родителей. Министерство образования признало, что закрыть такие фонды не имеет права. В столице сегодня обсуждают проблему школьных поборов. Закон о попечительских советах вышел еще в 2014 году, и тогда Генеральная прокуратура выдала представление, согласно которому чиновники от образования не должны оказывать влияние и вмешиваться в работу фондов. Контроль за тратами денежных средств должен осуществляться исключительно родителями школьников посредством финансового отчета ответственными лицами попечительского совета. Правоохранительные органы могут начать проверку только если родители обратятся к ним с заявлением о том, что, по их мнению, средства расходуются нецеленаправленно. С сегодняшнего дня дополнительные комплексы фото- и видеофиксации начинают регистрировать нарушения ПДД в столице. Их уже подключили к системе. Это очередные 9 перекрестков по городу. По данным Госкомитета информационных технологий, камеры заработают на пересечении проспекта Манаса с улицы Бакамбаева, с проспектом Чуя с Джибек-Джулу, по Махатма-Ганди с улицы Баталиева, на проспекте Чуя улицы Павлова, Батик-Батыра с Ахумбаева, а также Горького, и на перекрестках Джибек-Джулу с улицы Курманжан-Датки, а также проспекта Чуй с улицы Абдрахманова. Всего первый этап, напомню, включает 42 комплекса в Бишкеке, на трассах Чуйской области 48 и 20 передвижных камер.
Появились новые версии причин пожара самолета «Сухой Суперджет-100» в аэропорту Шереметьево. В их числе недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта. Также учитываются неблагоприятные метеоусловия и техническая неисправность. В Следственном комитете заявили, что речевой и параметрические самописцы изъяты. Записи разговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения также уже изучаются. Отобрали образцы топлива. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва-Мурманск, 5 мая осуществила аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. При посадке произошло возгорание фюзеляжа. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировать удалось 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего самолета изъяты тела 41 человека. Еще одно авиакрушение случилось в Мексике. Также 5 мая исчезнувший с радаров частный самолет «Бомбардир Челленджер» найден разрушенным в горах мексиканского штата Коауила. В результате происшествия погибли 14 человек, 11 пассажиров и 3 члена экипажа. Сообщается, что он направлялся из аэропорта Маккарен в американском Лас-Вегасе в аэропорт Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. Звон кастрюль как протест против аннулирования выборов мэра в Стамбуле. Так жители этого города продемонстрировали свое мнение по поводу решения Центризбиркома. Напомним, по итогам голосования победу одержал кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Главная причина отмены результатов связана с тем, что некоторые члены избирательной комиссии на участках были назначены не из числа госслужащих. Кроме того, многие протоколы не подписаны. Однако жители Стамбула с этим не согласились и выразили свое возмущение стуком в кастрюле и сковородке. Звон по всему городу начался примерно в 10 вечера с районов Бешикташ и Фрикей. Далее присоединились и остальные части Стамбула. Повторные выборы мэра Стамбула назначены на 23 июня. И в преддверии Дня Великой Победы по стране уже начались различные празднования в честь 74-й годовщины победы над фашизмом. Сегодня прошел митинг «Реквием» в парке имени Дейра Асанова в южной части столицы. Инициаторами стали школьники, приглашены были ветераны. Участие в мероприятии приняли представители пограничной службы Российской Федерации, военные комиссары районов города. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также выразили благодарность тем, кто и сегодня является живым доказательством отваги и патриотизма. С каждым годом участникам войны 1941-1945 годов становится все меньше и меньше, но бабушки и дедушки по мере своих возможностей стараются принимать приглашения на такие праздники. Ученики подготовили для них яркие выступления, провели торжественные построения и марши. Счастье к нам пришло, что мы еще живые, слава Богу. Наши ветераны, очень много ушло от нас, молодые парни. Жалко, конечно, мы будем о них помнить всегда и будут в наших сердцах, пока мы живые. Наши детки так выступили, это наше будущее, наше поколение, чтобы они не знали то, что мы увидели, этих ужасов войны. Не дай Бог никому. Сегодня мы отмечаем праздник, мы будем отмечать праздник Победы 9 мая. Сегодня мы проходим бессмертный полк на Южных воротах и тем самым мы чтим память. Мы 62-я школа. На этом пока все. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания.